С именем Аллаха Всемилостивого Милостивого. Друзья, хотел обратиться по поводу очередной лжи российской пропаганды. Все вы, наверное, видели, в сетях уже активно распространяется это видео. Все на самом деле очень просто. Информационно-психологическая операция, она же по сути является неотъемлемой частью гибридной войны, которую развязали рашисты против Украины еще с 2014 года. И они усиливали это и усиливали, в принципе, с началом полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. Цели ИПСО, они разные на самом деле. Запугать, разуверить, деморализовать, дискредитировать, рассорить, посеять рознь. Но не только. Агрессор как делал это столетиями, как он пытался найти наиболее впечатляющие точки давления в обществе, он так и продолжает делать. Отчаявшись в своей победе, путинские прислуживцы пытаются хоть как-то мотивировать обманутых им же мусульман, участвующих в этой преступной войне. Мотивировать людей умирать за свои ложные идеи. Что, в принципе, косвенно еще раз и еще раз указывает, что у них проблемы все-таки есть с мобилизацией. На днях в социальных сетях, как я уже упомянул, в группах сторонников страны-террориста появилось очередное это видео, целью которого является дискредитировать, посеять рознь между мусульманским миром и Украиной. В принципе, даже невооруженным, неэкспертным глазом видно, что это видео является абсолютным фейком и информационно-психологической операцией. Чувствуется наигранность по заранее спланированному сценарию, причем плохими актерами. Имеется в виду скрытые лица, чистая форма, самое важное, ужасный акцент, который выдает любого россиянина. К сожалению, это видео, к великому сожалению, оно уже начало распространяться в арабском интернете, в мусульманских странах, в социальных сетях. Призываем всех мусульман Украины и мира не поддаваться этим дешевым, жалким провокациям. Их фейковость на самом деле очевидна, их цель тоже очевидна. Особенно после последнего голосования ООН, где многие мусульманские страны поддержали Украину. Украина всегда была дружна с мусульманским миром, с мусульманами мира. Мусульмане в Украине всегда чувствовали себя свободно и не подвергались никаким притеснениям. На территории Украины проживает примерно 2 миллиона мусульман, большинство из которых есть коренной народ Украины, крымские татары. Мы, свободные люди свободной страны, спокойно исповедуем свою религию. Более того, Крым, как я об этом всегда говорю, Крым есть колыбель ислама в Европе. И Крым – это Украина. Страна-агрессор сегодня является абсолютным злом этого мира. Они убивают детей, женщин, стариков и так далее. Сравнивают с землей целые города, деревни. Насилуют, грабят. Разрушают мечети, храмы. Поносят и издеваются над святыми для людей вещами. Просим Аллаха обнаружить лжецов и негодяев, совершивших этот жалкий поступок. И молим Аллаха наказать этих преступников. И мы на самом деле, что всемогущий Аллах над всякой вещью мощен. И его творения, они везде. И каждый найдет свою участь, где бы он ни был. Эта война началась с Крыма, и, иншаллах, она закончится его освобождением. Она закончится в Крыме. Наша борьба продолжается.